Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. На канале НТРК Ингушетия произошло серьезное событие. Там выставили интервью с Михаилом Гуцериевым, которое просмотрели более 100 тысяч человек. Невиданные для НТРК Ингушетия просмотры. Что, впрочем, в данном случае неудивительно. Как-никак перед нами предстал самый богатый ингуш. Интересно же, что он говорит? С первых фраз, произнесенных ингушским олигархом, стало очевидно, что парень из лихих 90-х, несмотря на возраст и все жизненные перипетии, через которые ему пришлось пройти в последние 20 лет, не потерял хватку. И вот он вернулся спасти родину во второй раз. От чего? От исторической памяти? Или, может, от идеи свободы, таящейся в душах наших людей? Да нет. Он пришел за нашими мозгами. Недаром же он сказал, что у ингушей ничего нет, кроме мозгов. И то верно. Все остальное до вас разворовали. И вот он пытается убедить нас в том, что пришел строить силиконовую долину в Ингушетии, которая, напоминаем, является ныне частью России. Той самой России, которая до самой макушки обложена санкциями на все технологии, товары и программное обеспечение. Вот в такой реальности предлагают развивать IT-сектор в революционно быстрые сроки обучения специалистов за год. Хочу заметить, даже не знаю, какую техническую специальность можно получить за год. Михаил Сафарбекович, вы серьезно? На предлагаемых вами китайских компьютерах и хакнутом Windows будем рассчитывать на победу в Формуле-1, участвуя в ней нелегально, и на китайской Феррари. Все ингушские IT-пилоты давно уже уехали на Запад. А те, кто остался, спят и видят, как бы им оказаться не в вашем IT-парке в Алханчурской долине, а в Силиконовой долине в офисе Гугла или же SpaceX Илона Маска. Чем вы им собираетесь платить за программы и приложения, которые никогда не пустят на внешний рынок? Моц, барыш? Не менее анекдотично, если бы не было все так кроваво и изуверски, выглядит взгляд Гуцериева на ингушскую историю. Оказывается, ингушей выселяли, истребляли, грабили веками нет, не русские, а их власть, не имеющая никакого отношения к русским. Тогда по Гуцериеву и его кремлевским нарративам на Россию в 1812 году напали не французы, а корсиканец Наполеон. А французы ни при чем. Да и с Гитлером этим тоже темная история получается. Коварный и жестокий австриец и невинный немецкий народ. Также оказывается, что виноваты не русские, а армяне с грузинами. Чтобы сбить ответственность с русских за все творимое ими во славу империи в разных ее обличьях, Михаил Гуцериев примерил на себя одеяние адвоката дьявола и попытался перенести ее на грузин с армянами. Ловко, не правда ли? Но ему на этом не стоило бы ограничиваться. Нужно было еще сказать, что Романовы тоже не русские, а по крови своей немцы. Поэтому, соответственно, во всех зверствах империи на Кавказе виноваты немцы. Как вам такое? И вообще, прекратите ссорить ингушей с другими народами своими нелепыми попытками оправдать оккупантов-убийц. Ингуши веками жили в мире и согласии со всеми своими соседями до прихода русских на Кавказ. И еще веками должны жить после их ухода, иншаллах. Но политическим проектом будущего у Гуцериева Михаила является очередная 1000 лет с Россией. То есть казнь ингушского народа, растянутая на 1000 лет. А что, извините за вопрос, хорошего сделала Россия ингушам за последние 2 с лишним столетия? Назовите хоть одну вещь, не одну, а 2, Михаил Сафарбекович. Кроме выкачки ресурсов и время от времени повторяющегося уничтожения лучших сынов и дочерей ингушского народа. Нищету, бесправие и полную бесперспективность еще на 1000 лет. Извините, но это не бизнес-план или политический проект будущего. Это просто суицид, который нам запретил Аллах. Или на вашем языке fly by night, Михаил Сафарбекович. Между тем, нужно отдать должное. Есть 2 вещи, с которыми ингушский народ дружно поддерживает и соглашается. Это ваши старания, это замечательные проекты, связанные с уходом за могилами и восстановлением ингушских башенных комплексов в наших горах. При этом хочется напомнить, что в значительной степени руку к разрушению нашего наследия приложили и так называемые казаки. По словам Михаила Гуцериева, они находили приют в Ингушетии от царского произвола.
Ну и чем отплатили, мы видим. Также немного бы хотелось рассказать о реальности за пределами планов или мечтаний Гуцериева. В реальности, где Россию за ее бесчисленные преступления против человечности, как и Советский Союз, развалят. А прямо сейчас ее усмиряют, в первую очередь санкциями на высокие технологии. Затем по плану придут очереди, талоны, поиск дефицита и прогрессирующая нищета до очередного 1917 или 1991 года. Смотреть на то, как нам рассказывают об оазисе IT-технологий в Ингушетии, который находится в зависимости от страны, которая униженно вымаливает снаряды и оружие у IT-гиганта Северной Кореи. Еще год назад это был бы анекдот, а сегодня это реальность. Невозможно стать успешнее или богаче той страны, которая тебя колонизировала и держит на позициях второсортных аборигенов. Ингушский народ имеет шанс получить позитивную картину будущего только в свободном, независимом от тюрьмы народов государстве. Тогда никто не наложит на Ингушетию санкций и не устроит ей экономическую блокаду, потому что будет не за что. Потому что Ингушетия не нападет ни на Приднестровье, ни на Грузию, ни на Украину. Ингушам не нужно имперское величие. Поход на Берлин мы не жаждем никаких, можем повторить. Ингушетии нужна сильная экономика, нормальная медицина и, что банально важно, нормальное водоснабжение и другие коммуникации. Да, придется много трудиться, учить языки, получать образование, строить мосты и дороги, а не придумывать схемы по инвалидности или детскому капиталу. Но в итоге у наших потомков будет свой дом, защита и личная ответственность за свое будущее. Будущее, которое не должно зависеть от желаний оккупантов. А самое главное, свой паспорт, на котором будет написано «Ингуш», а не «Рус».